Сейчас о происшествиях, наезды на пешеходов и автомобильная погоня через весь город. Этим запомнятся сотрудникам госавтоинспекции Якутска прошедшие праздничные дни. За минувшие выходные на дорогах столицы произошло сразу несколько серьезных ДТП. Виталий Абрамов продолжит. Утро понедельника ознаменовалось практически лобовым столкновением на Вилюйском тракте. Toyota Hiace выехала на встречку и правым боком ударилась об Mazda CX-7, которая двигалась во встречном направлении. В результате происшествия бригадой скорой помощи в больницу были доставлены 4 пассажира Toyota Hiace. Позже они были госпитализированы, у них очень серьезные травмы. Установлено также, что ни один из пассажиров не был пристегнут ремнем безопасности. И с объяснением водителя микроавтобуса. Он ехал из Горного Улуса и, чтобы окупить стоимость бензина, решил подвезти до Якутска пассажиров, что, конечно же, маловероятно. На водителя Toyota Hiace сотрудниками госавтоинспекции составлен административный материал по части 12.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. По факту автоаварии ведется проверка. Более печальный случай произошел на улице Мархинская, поселка Марха. Около полуночи там был обнаружен сбитый пешеход. Прибывшие медики смогли лишь констатировать смерть потерпевшего. Водитель скрылся с места происшествия. В ходе оперативно-розыскных мероприятий на следующий день был установлен и задержан водитель, сбивший пешехода. Им оказался 27-летний водитель автомобиля Daihatsu Delta. Материалы по факту ДТП переданы в следственные органы. Ну и водитель «Хонды», за которым гнались с поста ДПС на Покровском тракте до улицы Пионерской. В момент задержания мужчина с явными признаками опьянения вел себя агрессивно и не стеснялся в выражениях. Как выяснилось, подобные покатушки для него не впервой. 42-летний мужчина в июне 2014 года уже лишался прав за вождение в нетрезвом виде. Удостоверение вновь получил в конце прошлого года. Но недолго музыка играла. Теперь любителю спиртного предстоит ответить перед судом за уголовно наказуемое деяние повторное управление в состоянии опьянения. Напомним, что санкция данной статьи предусматривает лишение права управления транспортными средствами на срок до 3 лет, штраф в размере от 200 тысяч до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, а также принудительные работы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на срок до 2 лет. Таким образом, с начала года на дорогах столицы зарегистрировано 63 ДТП, при которых 77 человек получили травмы и 3 погибли. Госавтоинспекция напоминает телефоны дежурной части в Якутске. Это 127 или старый добрый 02. Помните, что каждое сообщение может спасти кому-то жизнь. Виталий Абрамов, Иван Семенов, НВК Саха, Якутск.